Спецрейс по маршруту Киев-Грозный. Авиалайнер приземляется в аэропорту чеченской столицы во 2 часу ночи. Журналисты Live News Олег Сидякин и Марат Сайченко наконец-то на родине, в России. Всю последнюю неделю они жили с надеждой на возвращение. Спасибо огромное, во-первых, нашему президенту Владимиру Владимировичу. Мы были уверены, что Родина нас все-таки не бросит. Огромное спасибо городу Грозному и чеченскому народу. Это все-таки моя тоже Родина. Я сам отсюда. И должен сказать, мы постоянно думали о том, что пытались говорить правду, искали только правду и стали свидетелями того, что все-таки действительно правда помогает, и нас не оставили. Большое спасибо. Как ваше самочувствие? На террористов вообще-то не похож совсем. Но мы пытались это доказать всю неделю, что мы не террористы, что мы журналисты, как бы это ни прозвучало, мы честные журналисты. Мы хотели показывать мнение простых людей, мы хотели показать, что на Украине идет настоящая война, и простые люди от нее очень сильно страдают. И, видимо, как бы кому-то это было невыгодно. Сидякин и Сайченко были задержаны 18 мая в городе Краматорск. Украинские власти обвинили их в содействии терроризму. Со слов самих журналистов, их пытались уличить в транспортировке оружия. Сразу после случившегося Россия потребовала немедленного освобождения своих граждан. О том, что для спасения россиян будут использованы все возможности, заявил и Рамзан Кадыров. Они незаконно задержали, и, как мы видим на съемках, одевают пакеты, когда где это видно, где это слышно, чтобы журналистов задерживали, на колено ставят и, издеваясь, забирают. Вот это говорит о том, что там нет власти Украины, они не контролируют ситуацию. И я думаю, что руководство государства примет правильное решение. Мы всегда готовы выполнить любые поставленные поручения и задачи. Но я попросил бы или потребовал бы, так скажем, чтобы те люди, которые творят беспредел, они остановили все. И, по крайней мере, если они не вернут наших журналистов здравия, то мы обязаны предпринимать меры. Условия содержания были далеки от каких-либо норм, рассказывают журналисты. Первые несколько дней их держали связанными в земляной яме с мешками на голове. Первые 2 дня были очень неприятные. Как бы мы ощутили всю жесткость и жестокость военного времени. Да, военная операция на себе. Побывали в шкуре военнопленных, и несколько раз была реальная опасность для нас внутренне по поводу нашей жизни. Больше всего пугало последние дни чувство неизвестности. Остались мыслями о близких, остались мыслями о том, что Родина нас не забудет. И очень переживали за то, что наши родные не в курсе, где мы. Больше всего переживали за них, потому что мы не знали, что они знают о нас. Рамзан Кадыров уверен, президент страны защитит своих сограждан, где бы они ни находились. Яркий тому пример – история Сидякина и Сайченко. Мы все сегодня счастливы, рады мы в том, что не только что мы привезли наших друзей, так скажем, вернули домой, но мы счастливы в том, что мы живем в правом государстве России, что у нас есть руководство государства, Алексея Владимировича Путина, который готов отстоять и защищать каждого, где бы он ни находился, в плане безопасности, в плане обеспечения достойной жизни в сегодняшний день. Этому свидетельство в том, что президент никогда нас не бросит. Сегодня нашлись в Украине и те нормальные люди, которые поняли нас, услышали руководство государства, что журналист – это не террорист. Журналист всегда показывает и рассказывает истину, хотя есть и нехорошие журналисты, но и таких у нас в России нету. Поэтому сегодня я рад, что они приехали к нам в Грозный, что у нас работает международный аэропорт, что мы можем летать и за границу, и к нам могут прилетать. Я хочу от души поблагодарить всех людей, которые переживают за наше будущее России. И особенно слова благодарности, как наши братья сказали, Владимир Путин, то, что он днем и ночью переживал, днем и ночью беспокоился
и занял однозначную позицию в том, что они абсолютно ни в чем не виноваты, они должны быть на свободе. И они поэтому оказались на свободе. Хвала Аллаху. Ночь с субботы на воскресенье журналисты провели в Грозном. Здесь они смогли отдохнуть и пройти медицинский осмотр. И впервые за неделю досыта поесть. Сегодня утром к журналистам прилетели из Москвы генеральный директор Life News Арам Габрилянов и депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Они встретились с главой Чечни. Габрилянов поблагодарил Рамзана Кадырова за оказанную поддержку в решении этого вопроса. В аэропорту Грозного перед вылетом в Москву они пообщались с журналистами. Я сейчас самый счастливый человек, потому что приехал за своими ребятами, которые неделю томились в плену. Я могу сказать, даже это был фашистский плен. И сейчас то, что я услышал, как их содержали там, я хочу сказать огромное спасибо сразу президенту Российской Федерации, который так переживал за все это. Особое спасибо Рамзану Ахматовичу Кадырову за то, что он так отнесся и к просьбе, и тому, чтобы помочь с этой ситуацией. Большое огромное спасибо всем журналистскому коллективу, всему обществу российскому. Общество российское все поднялось. Журналисты почти все поднялись, поддерживали ребят. Это действительно для нас очень трогательный. И с одной стороны, это тяжелый момент, когда я их увидел, то есть 7 дней, почти что 6 дней почти что не спал. И сейчас их увидел, это очень трогательный момент. И вновь спецрейс, только в этот раз по маршруту Грозный-Москва. Журналисты отправляются к родным и близким. Магомед Изидов, Луиза Юнусова при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости 7.